Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которая за свое время, долгое время существования называлась по-разному. Она называлась и «Не упусти главное», и одно из названий называлось прямо-таки «Горожанин». То есть проблемы столицы, проблемы нашего родного города всегда у нас как бы и по количеству населения, и по проценту вот этого самого населения, они стоят во главе угла. Мы постоянно находимся в контакте с представителями окружной администрации, городских депутатов. И еще раз, есть очень хорошие прецеденты, когда сообща с помощью гражданского общества и представителей муниципалитета находились общие решения, которые устраивали практически все стороны. Это в случае с конфликтами. У нас вся жизнь борьба с собаками бродячими, да, мы боремся с не знаю с чем. Но одна из точек приложения в это время года – это у нас борьба со снегом, дорогие представители окружной администрации. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Слепцов, департамент по работе с территориями. То есть человек возглавляет работу по управам. Это многочисленные, скажем так, подразделения, получается, окружной администрации, которые решают проблемы на местах. И Иван Нигнюров, департамент ЖКХ, тоже одна из точек, которая, скажем так, вызывает постоянный интерес у горожан. Вот смотрите, я обычный горожанин, пользуюсь либо своим личным транспортом, либо общественным транспортом. Да. Первое, что выходя зимой из своего поезда, я сталкиваюсь с работой дворников управляющих компаний, согласитесь. Да? То есть прилегающие территории и так далее – это зона ответственности дворников, которые назначают управляющие компании. Далее, я ступаю на пешеходные дорожки, на тротуары, на общественное пространство, площади и так далее. Это зона уже ответственности муниципальных структур. И когда я захожу, скажем так, какие-то дворовые территории и так далее, это уже зона ответственности, уже получается, в том числе и округов городских. Согласитесь, да? Вот, давайте, у нас окружная администрация говорит, что, еще раз, мы же любим бороться, да? У нас сколькимесячник объявлен по работе со снегом? Четырехмесячник. Четырехмесячник. То есть это было еще в конце прошлого года объявлено и продолжаться будет до... Нет, тут ясность несем. Мы, конечно же, работали в этом направлении и, исходя из сложившейся ситуации, практики и так далее, приняли решение совместное, да, о проведении именно четырехмесячника. Ранее у нас по постановлению, наш нормативно-правовой акт окружной администрации издавался, он назывался «О проведении трехмесячника санитарной очистки». В этом году мы приняли решение, значит, назвать его о проведении весенней санитарной очистки, где установили сроки в 4 месяца с 1 февраля. Буквально вот с 1 февраля вот это постановление вступает, оно уже подписано, и определены зоны ответственности организаций, предприятий, собственников, которые, чья прилегающая территория, либо территория в целом должна... в чьей зоне ответственности находится. Мы сейчас этим нормативно-правовым актом, скажем так, разграничиваем между хозяйственными субъектами именно территории, за которые они должны отвечать. В том числе это касается и территориальных органов управления, управы, это касается пригородных территорий, наших структурных подразделений и соответственно, собственников зданий, сооружений, строений и так далее. Вот. И мы эту работу будем проводить, вот как я уже выше сказал, 4 месяца. Вот. Значит, есть рекомендации для исполнительных органов госвласти, есть для различных структур городских, есть для отдельные положения, в том числе для этих, скажем, хозяев многочисленных наших торговых центров, я так, если точно говорить, хозяев домов и так далее, и так далее. Санитарные очистки именно, да? Санитарно. Мы сейчас говорим... Получается санитарные очистки, то есть мы касаемся снега, мы касаемся талых вод, да.
То есть глубоко, то есть если начинать просто хронологически, февраль, март, апрель, май, мы приближаемся практически к Николиному дню, да, по проведению вот этого самого четырехмесячника. То есть, получается, с талыми водами мы тоже будем усиленно бороться. В том числе. В том И в числе. мае плюс субботники еще. Да. Городские субботники, которые, ну, я очень хорошо отношусь к субботникам, на самом деле. Очень хорошо отношусь. Смотрите, у нас в прошлом году были рекордные объемы по снегу. Да? Снеговой полигон надрывался. То есть были обустроены дополнительные места хранения снега, ну, хранения снега, это, скажем так, утилизация снега. Да? Сейчас как вот с этим обстоит? Просто, судя по тому, как я в частном доме проваливаю в сугроб, да, то есть посуда, у меня ощущение такое, что у нас будет сопоставимый с прошлым годом объем. Да, сейчас, ну, судя по метеонаблюдению, мы еженедельно получаем справки с гидрометеорологии, и сейчас мы отмечаем, что даже на сегодняшний день идет повышение, да, осадков. Кроме того, ну, мы тоже предполагаем, что объем снега будет, конечно же, выше, чем это среднегодовое, да, по среднегодовым значениям. Тут надо отметить, что да, в прошлом году мы, скажем так, в пожарном порядке открывали дополнительные места складирования снега. Ну, мера необходимая, вынужденная, и поэтому к такому мы приходили. На данном этапе, в данный момент, мы, конечно, все пытаемся проанализировать и тоже предусмотреть возможные варианты развития событий, конкретно по снегу, ну и что касается талых вод тоже. Что касается снега, у нас сейчас на данный момент единственный полигон есть. Он, ну, скажем так, и официальный, открытый, с документами и так далее. Да, это 50 лет советской армии. Полигон сейчас там есть. Параллельно мы разрабатываем и смотрим вариант открытия еще дополнительных, но пока это все в работе. Почему один? Ну, на наш взгляд, сейчас усиленно, скажем, окружная администрация выделила, кратно увеличила сумму финансирования на вывоз снега. Да? У нас наши организации, в том числе подрядные организации, уже сейчас вывозят снега намного больше, нежели это вывозилось в те года, когда у нас снеговой запас был, ну, меньше. Да? Он среднегодовой, мы могли примерно посчитать, и этого нам вполне хватало. Было достаточно, и мы понимали, что хватает. А сейчас на данный момент, ну, вывозим, но, тем не менее, рука на пульсе, мы смотрим, и по мере необходимости, ну, вот эта работа ведется, и она у нас на особом контроле в окружной администрации, у всех ее структурах, которые задействованы в городском хозяйстве. Иван, давайте Владиславу дадим тоже возможность. Дело в том, что я всегда считал, что жителям МКД сказочно везет. Да? То есть у них нет никакой головной боли по снабжению водой. Абсолютно никаких там, ну, готовая канализация, которая все эти городские же уходят. Живи не хочу. Да? То же самое. Выходит, двор должен очищать, ну, допустим, управляющая компания и так далее. То есть я не занимаюсь там снеговым фитнесом и так далее, не выношу вот эти. А у нас же есть, скажем так, территории городские, которые большей частью состоят из частного жилого массива, да? Ну, частного жилого сектора. Вот в этом отношении есть где наверняка все-таки руку приложить, Владислав, потому что что не март, вот у нас всегда же март, особо пик такой борьбы со снегом, да? То есть частники вывозят снег, кто-то должен вот этот снег, который за за забором складирован, убрать и так далее, и так далее. Вот давайте вот в сторону частного сектора посмотрим, и что мы можем сказать скажем, по их борьбе со снегом. Ну, во-первых, снег, который лежит на территории частной, да, они должны вывозить обязательно на полигон. Они не должны вывозить... Своими силами? Своими силами, да. Они не должны вывозить его на дорогу и так далее. Да, мы будем вывозить снег с дорог внутриквартальных, деньги на это заложены, да, но жители частного сектора, они не должны вывозить снег именно на дорогу, потому что мы будем привлекать их к ответственности по правилам благоустройства, это статья 6.25, нарушение правил благоустройства. Помимо этого, у нас каждое право будет выдавать талоны на бесплатный завоз снега на полигон. Поэтому я прошу частный сектор обратиться в свои управы,
чтобы За талонами. за талонами, да. Необходимое количество они дадут, и этот снег надо будет вывозить. Если они будут вывозить на на дорогу, да, потом они же сами и будут тонуть. Конечно, мы будем вывозить снег, но полностью весь снег с города вывести тоже невозможно. Поэтому это тоже, должна быть гражданская ответственность. Также мы планируем вывозить снег с территории деревянных МКД, которые дома у нас являются они на НСУ, то есть непосредственный способ управления. То есть работают чисто по заявкам, у них в тарифах не заложено вывоз снега, как в как в каменных домах. Поэтому мы сейчас с управ собираем списки, будем формировать реестр. И вот как до этого нам сказал Иван Юрьевич, нам кратно увеличили средства по снегу, да? И мы будем вывозить вот именно с таких проблемных МКД, где постоянно ежегодно тонет, с дворовых территорий будем вывозить снег. Именно вот с деревянных, чтобы проблем таких не было. То есть можно сказать, что посредством, скажем, этой трибуны тоже мы можем обратиться к жителям частного сектора, не нагружать сверх меры городское хозяйство, скажем так, своим частным снегом, который выпал на их территории, на их подворье, поскольку, как бы кратно не увеличивалось финансирование, все-таки, наверное, всегда будет не хватать. Потому что, еще раз, вот этих Шанхаев и всего прочего у нас огромное количество. Да? И проезжая, скажем так, за закоулками, мы видим, что люди уже сейчас, скажем так, складируют снег вдоль заборов там, и так далее, и так далее. И вот эти объемы, они вырастут до алданских. Алдан я приводил и в прошлый раз, и сейчас привожу. Просто там объем снега, он кратно большой. Но не забываем, что Алдан — это гористая местность, и, в принципе, скажем, плечо вывоза у нас вот до улицы 50 лет, где снеговой полигон, оно раза в 4 короче того плеча, которое применяют алданские коммунальщики. У нас остаются еще моменты такие. Вот городские общественное пространство, площади, пешеходные зоны главных улиц и так далее. Вот там всегда стоял вопрос, сами помните, да, скользко, не скользко, там, сколько затылков отбито, сколько травм получено и тому подобное. В связи с реконструкцией проспекта, который является главной у нас артерией, у нас как обстоит сейчас? Значит, по проспекту Ленина, вот я как выше говорил в самом начале, мы сейчас работаем над тем, чтобы за определенной территорией мы понимали, где кто ответственный, да, какая структура, либо какой собственник. У нас есть городское предприятие «Якудерстрой». Вот касаемо проспекта Ленина, полностью вывоз снега лежит на плечах Якудерстроя, да. Они в этом направлении работают, и я думаю, горожане наши заметили, что и по тротуарам ездит техника Якудерстроя, что убирается, и сейчас, я замечаю, что там работа ведется. Не только потому, что работает в структуре окружной администрации, но и как горожанин, как житель, который тоже ходит по проспекту, это видно, снега там меньше. Что касается основных артерий городских, там тоже зона ответственности Якудерстроя, мы средства до них довели, и сейчас эта работа ведется в усиленном режиме. Сейчас они работают в 2 смены, где надо в 3 смены, техника и ночью ходит. Это, я думаю, горожане тоже могут отметить, замечают, вывозится. Вот. Общественные пространства, тут тоже закрепление. У нас есть структура, городской парк, сейчас Владислав Григорьевич напомнит название. Центр управления общественными пространствами. Центр управления общественными пространствами, да, за которым закреплены вот эти, соответственно, общественные пространства. И у них тоже в задании стоит, значит, вот эти общественные пространства поддерживать в состоянии, которое, скажем так, не угрожает жизни и здоровью граждан. Вот. Что под этим подразумевается? Не угрожает. У нас же, и вы, наверное, читали, да, много и в мессенджерах проходит информация, что где-то не надо чистить, потому что скользкая плитка, где-то надо чистить. И мы, конечно же, учитываем все эти пожелания. Вот. В этой части тоже работа ведется. Мы смотрим, те звонки, скажем, те обращения, которые поступают, они все учитываются, и работа в этом направлении ведется. Вот. Это касаемо общественных пространств. По дорогам, я уже тоже объяснил. Вот.
Общественное пространство у нас еще делится на вот большие площади, у нас чистят Якутдорстрой, мелкие скверы там у нас закреплены за территориальным госуправлением, где у нас постоянно ежедневно работают дворники тоже по очистке скверов, памятников и так далее. Также тротуары у нас помимо, кроме проспекта Ленина, полностью закреплены тоже за территориальным госуправлением. Это нововведение мы ввели в прошлом году, с октября месяца. У нас получается сколько? Убирается 245 тысяч квадратных метров тротуаров от снега на 101 улице, да? Это по 8 округам. И в феврале месяце, с первой декады февраля мы должны увеличить его до 123 улиц, то есть будет убираться 305 тысяч квадратных метров тротуаров. Это у нас получается в каждом округе есть свой подрядчик, и у них, хочу вот отметить, что в каждом округе свой отдельный, то есть не получается так, что один подрядчик занят на вдруг 3 округах, что очень удобно. Поэтому ну, они не распыляются, каждый свою зону ответственности знает, график у нас составлен, и согласно графику производится уборка и вывоз 2 раза в неделю. Ну вот горожане, наверное, заметили тоже, что с прошлого года очень сильно начали чистить тротуары. Да, были жалобы, конечно, по скользкой плитке и так далее, но мы тоже все замечания учли и где-то начали чистить уже не до плитки, оставлять вот маленький слой для тех, кто ну, ездит там с салазками и так далее. Кстати, салазки очень распространены, даже сплошь урбанизированные 202, 203, то есть Да. до детских садов и так далее, салазки – это транспорт номер 1. То есть если, скажем так, в пределах видимости бывает реально как-то неудобно, когда вот вычищенная плитка усилиями дворников и так далее, и там мама пытается вот эти салазки пропихнуть, ну, просто логика не поддается. Смотрите, я всегда поражался еще 2 вещам. Да. Первое – это просто знак плюс. Специально выделенный человек ходит с длинной палкой и сбивает снег с фонарей, с светофоров, с проводов, ну, из всего чего, которое расположено высоко. Да. Как вот эта должность называется? Сотрясатель снега? Обрушитель? Это сотрудники Якутдорстроя. Якутдорстрой. Да, они чистят вот дорожные знаки, там, Да, светофоры и так далее. Это дорстроевцы, да? Это дорстроевские работники. А. Ну, просто, скажем так, то, что вот таким даже мелочам внимание уделяют подчиненные дорстрою, да, ну, просто шапку снимают. И второй момент такой. Вот у нас подрядчик какой-нибудь, ну, к примеру, на проспект зашел и так далее, выложил красивую плитку, которая, возможно, там с какими-то супер-нано-свойствами обладает и так далее. Опа, снег выпал, он достигает утрамбованной примерно такой толщины. Да? И у нас очистка снега выглядит следующим образом. У нас очень, скажем так, первобытный инструмент есть. Топор, к которому приварена лом или труба, скажем, да? И вот этот специально обученный человек, он начинает вот этим инструментом методично как бы... Чистить. Да, как прорубь вот это делать, да? Вопрос такой, у меня просто, как, ну, мои же деньги тоже вложены, как налогоплательщика, да? А вот плитка при этом не страдает, да? Вот это, Реально, просто вот, логики ради. Вот, реально только житейский просто вопрос. конечно, страдает. Вообще, для чего мы сделали так, чтобы зимой чистить тротуары, да? Чтобы Вот до такого состояния да, не чтобы до доводить. такого состояния доводить, во-первых. Мгм. Ну и чтобы вот при оттайке там все же копится внизу, чтобы такого не было. Потому что весь снег, который убран с тротуаров, он будет вывезен в любом случае. Ну, чтобы у нас, ну, мы ежегодно закладываем деньги на ремонт тротуаров. И ну, чтобы уменьшить как бы риски такие, поломки, мы делаем именно вот, завели подрядчиков, чтобы они постоянно убирали. У нас, например, с каждым годом по линии БКД, по нацпроекту очень много дорог делается, и, соответственно, новые тротуары делают. Их всех надо обслуживать. Якутдорстрой, у них, ну, при всем желании мощностей не хватает, вот поэтому же и завели подрядчиков, чтобы они начали работать. Вот раньше, да, я согласен, вот, был ну, почти полуметровый слой, его долбили. Сейчас ну, такого мы не замечаем. В основном сейчас работают лопатами, щетками. Когда был первый снег, мы даже вот у нас, когда подрядчики, это же новые подрядчики, у них были только погрузчики и самосвалы, да. Но сейчас у нас лизинг стал такой, как сказать, доступный.
И мы попросили подрядчика, чтобы они в лизинг взяли эти бобкеты. И они начали все приобретать. Сейчас у нас у каждого подрядчика есть свой бобкет. Также они приобретают там, навесные щетки и так далее. И вот когда первый снег был, они начали работать щеткой. У нас тоже вот очень много видео распространялось в соцсетях, как работают наши подрядчики. Ну и сейчас, например, мы такого большого, полнометрового слоя на этом не увидим, на тротуарах. Да, там есть остатки вот, по бокам и так далее, но вот это все будет убираться. Согласен. Еще один вопрос. Вот по подрядчикам, возможно, по муниципальным дворникам и так далее, вообще к людям, которые, еще раз, заняты борьбой со снегом. Средства малой механизации. Да? Вот вы сказали к бобкетам навесное оборудование в виде там, жестких щеток и так далее. Я никогда не видел вот этой вот штуки, да, которая, более узкие, скажем так, проходы расчищает. Нет, полно же предложений на рынке. Почему? Мы приобретали их позапрошлом году, распределили по всем управам, но они отрицательная температура не работает только в летнее время. Это так называемые подметальные машины, тоже с щетками. И у них еще распрыскиватель воды есть, чтобы особо не пылило. В летнее время, вы увидите, их очень много будет. В прошлом году, например, они очень хорошо работали. Тогда у нас подрядчиков не было, поэтому ими у нас работали дворники. А ручные снегометы, вот эти переносные снегометы и так далее, которые снег откидывают, можно же было применить? Можно. Предложений полно, в принципе, на рынке, скажем так. Местами, вот мы в одном пилотном проекте, да, в Сайсарском округе приобрели такой ледокол. Но он как бы... Снегомет? Нет, именно который он наледи ломает. Убирает. Но он как бы оказался не очень практичен в наших условиях. Поэтому мы сразу не закупаем там по 10-20 штук. Одну берем. На пробу. На пробу, да. Вот в этом году, например, мы по линии ДРТ должны закупить 2 промышленных пылесоса, чтобы бороться именно с пылью на больших площадях или детских площадках. Тоже вот сейчас 2 закупим и будем пробовать по округам. У нас, еще раз, 4-месячник, срезаны талые воды и так далее. И, соответственно, лотки. Вот система, скажем так, отвода вод, которые худо-бедно, но есть местами, да, скажем так. И в реконструкции проспекта тоже заложены какие-то моменты и так далее. Вот там вот опять тоже пропаривать и тому подобное, да? Революции никакой там нет. По лоткам, революцию там сложно сделать. Это у нас город уникальный, и в части того, чтобы мы могли говорить о том, что работает, скажем, в центральной полосе России, у нас не работает. Вот даже пример тех же машин, которые счищают снег, сбрасывают на сторону. То есть мы пробуем, смотрим, но вот тут революции как таковой нет. Тут решение, у нас сейчас же утвердился долгосрочный комплексный план развития якутской агломерации, где правительством Российской Федерации утверждены мероприятия и заложено финансирование на ливневую канализацию, которая должна охватывать, в принципе, весь город. До 30 года мы должны, скажем так, федеральное правительство выделяет 9 миллиардов 900 миллионов рублей. Вот, и это под ливневку? Это, да, под ливневую канализацию, которая, в принципе, нам уже к 30 году позволит, мы считаем, уйти от подтопления дворовых территорий, центральных улиц и так далее. Вот, сейчас будет в течение 2025-2026 года разрабатываться проектно-сметная документация, и после этого уже сами строительно-монтажные работы. До 30 года должно, постепенно будем в этом направлении двигаться. Вот. В данный момент вся та ливневая канализация, которая есть, она как физически, так и морально устарела, скажем так. Она не справляется с тем объемом, который сейчас у нас есть. Вот. Поэтому, да, по тем работающим системам ливневой канализации, Якутдорстрой, как ответственная подрядная организация окружной администрации, она будет проводить пропарку. Пока трудно говорить. Мы, конечно, нельзя сказать. И вот опять-таки, если мы говорим о том, что люди, скажем, различными доступными способами доносят до нас какие-то предложения, конечно, мы их рассматриваем, мы смотрим и возможность применения в наших условиях. Не все подходит. Люди зачастую едут в какие-то другие города и говорят, там это все прекрасно работает. Здесь оно,
большом проценте не применимо, скажем так. Скажу так, что у нас же личный транспорт, скажем так, не всегда выдерживает наши условия. Да? Вроде бы умные люди разрабатывали, сочиняли, проектировали, закладывали какие-то запас мощности тогда. А нет, не работает. Дело в том, что это и низкие температуры, это и состав воздуха, и все на свете. Да, тут тоже покрытие. Кстати, как будут убирать вот эту щебенку или как это, отсев? Отсев с круговых, вот, где на круговых проездах применяется. В прошлом году я пропустил момент, когда вот говорили же, будут просыпать отсевом, потом будут убирать. И это будет экономичнее, типа, чем песком посыпать. Да, ну и чище. Согласен, что чище. Кстати, оно чище. А как это убирается процесс вот этот, как... Это же тоже борьба со снегом, с гололедом, с последствиями. Ну, также эти мероприятия предусмотрены, также занимается подсыпкой вот такого отсева и Якутдорстрой, и у них предусмотрены мероприятия по, ну, вот теми же машинами подметальными, они, когда вывозят вместе с снегом, там он все равно снег тает, и вот эта часть остается, там нужно будет ее просто подобрать и вторично использовать. Это, в принципе, удобно, и возникает экономия, да, в части того, чтобы не закупать заново, а плюс-минус те же объемы использовать на следующий год. Хорошая, скажем так, новелла, очень в наших условиях суровых климатических, она действенная. Замечали, есть, конечно, замечания в части того, что, ну, от водителей особенно, что вот эти маленькие камушки, они застревают в колесах, а потом ломают, портят лакокрасочное покрытие автомобилей. Ну, это меньшее зло. Мы же говорим о безопасности прежде всего. Тормозной путь сокращается, там безопасность повышается. Мы к этому стремимся. Есть минусы, они всегда будут. Нельзя сказать, что мы на 100% вопрос закрыли, и все, его больше никогда не станет. Будет. Более того, ну, вот у нас, по-моему, в декабре месяце мы собирались у Евгения Николаевича, были предложения в части, какой отсев использовать, потому что, ну, не всякий отсев, он подходит. Может крошиться, тоже пыль выдавать и так далее. Ну, вот сейчас тоже рассматриваем несколько вариантов, какой лучше будет, какой лучше подходит. Привлекли научные этих сообщества, которые нам в этом деле помогают. Вот, поэтому в части подсыпки мы считаем, что работа должна продолжаться. По материалам, ну, конечно, мы будем стараться его применять такой, чтобы он, конечно, и меньше вреда наносил, и не пылил, и был многократного использования. На самом деле, все, скажем так, кто был хотя бы раз вовлечен в продаже личного автотранспорта на вторичном рынке, да, должны быть благодарны мудрости всех поколений городских руководителей города Якутска, которые не применяют реагенты. Да? Потому что приезжают с других городов, да, и говорят: о, Якутск, там реагенты не применяют, там нет коррозии, там разъедания кузова и так далее. Да? То есть вот пусть, скажем так, слегка архаичные, но в то же время косвенно они выгодны всем горожанам. То есть и при, скажем так, эксплуатации автотранспорта, и при вторичной продаже. Это на заметочку такое. Муниципальные дворники. Это нововведение тоже, причем какого? Они же вроде были всегда, муниципальные дворники. Они были, да, раньше были, но они были на аутсорсинге. То есть управам выделялись субсидии, чтобы они разыгрывали вот между подрядчиками, кто выиграет. И, ну, вот раньше как было? Могло быть у них по техзаданию 12-15 дворников, но по факту работали всего 2-3. И как бы это была не зона ответственности территориальных органов управления. Поэтому было решено вот руководством города вот с 2022 года ввести в штат именно данных сотрудников, именно штат, чтобы они их сами привлекали, рассматривали. И если они раньше получали, например, вот 15-12 тысяч, да, сейчас они получают не ниже МРОТ, но, соответственно, у них и работа прибавилась. Они не убирают только мусор, как раньше. Сейчас они делают все. Вот у нас в управах ежегодно закладываются средства там на приобретение основных средств: мотокосилки, то есть они скосом машина занимаются, приобретаем вот мотопомпы, то есть они и откачкой занимаются, приобретаем эти сварочные аппараты, то есть они могут делать и мелкий ремонт, там где-то ограждение приварить или, ну, и так далее, да. В целом, ну, данное нововведение я считаю очень хорошим. Сейчас у нас
Конечно, бывает, там люди не полный штат, увольняются и так далее, да, но у них более-менее зарплата поднялась, во-первых. Во-вторых, у них сейчас есть соцпакет, то есть появился стимул работать. Они могут уйти на больничные, могут брать отпуск. Также есть у них проезд в отпуск, и также есть у них ежеквартальные премии. Также с конца прошлого года принято решение, вот, у них теперь есть бесплатный проезд в автобусах. У муниципальных Да. дворников. Не, я, кстати, видел объявление, то есть требуются дворники, зарплата примерно в районе 40 тысяч. Да, это вот как раз именно вот эта Да, категория. Да? да. А дворниками же раньше, ну, скажем так, не будем далеко отходить, года 3-4 назад подвязались пенсионеры там, или кто-нибудь типа такие, которые на мелкую подработку выходили. То есть сейчас дворник — это вполне себе уважаемая такая категория, которая в полной мере вовлечена в процесс содержания города, в полной мере, ну, с социальной стороны как бы приравнена к другим коммунальным служащим. Ну, да, пожилых там у нас хватает, конечно, но радует то, что молодых нам там стало еще намного больше. То есть крепкие ребята приходят, работают. Ну, просто остается как бы радоваться по части того, что вот еще раз прибавление крепкое, подспорье такое в части тех людей, которые непосредственно, еще раз говорю, заняты в содержании порядка. Снеговой полигон. У нас авральных таких мероприятий, как в прошлом году, не ожидается. Да? Ну, сложно говорить. Я вот сказал же, что сейчас на данный момент снегозапас он превышает среднегодовые значения. Каким он будет впереди, ну, синоптики не дают нам никаких прогнозов, не говорят, что будет на больше в процентном соотношении, либо там в сантиметрах или еще чего-то. Мы, скажем так, будем действовать по обстановке. Даст, скажем так, Бог, будет меньше осадков, ну, значит, будет попроще коммунальным службам в уборке снега, будет попроще горожанам. Вот. Потом в части талых вод, ну, соответственно, их тоже будет меньше. Пока трудно говорить. Полигон мы держим, у него мощность позволяет вывозить. Но вот в прошлом году столкнулись с тем, что объем большой и еще очереди образовывались. Это тоже проходило, много где было. Транспортных средств грузовых, которые везут на полигон, они стояли в очереди и так далее. Посмотрим, как в этом году будет. Сейчас я говорю, прогнозы — это дело такое, скажем так, на чисто интуитивном. Может Да, быть, трижды плюнуть и уповать на погоду. На погоду. Да. Талые воды относятся тоже к снегу, поскольку они образовываются от таяния снегов. Да. В прошлом году я замечал, извиняюсь, фекалки легионеры, да, то есть благовещенскими номерами, самурскими номерами и так далее. Практика будет продолжена. Да? Смотрите, вот в прошлом году, да, опять-таки, мы много раз говорим, возвращаемся и берем за пример прошлый год. Действительно, ну, сложный год был. Кстати, вот в соседних, скажем так, субъектах объявляли ЧС, да, чрезвычайная ситуация, привлекали все силы и средства и так далее. Там целая процедура. В городе этого не случилось. То есть мы избежали режима чрезвычайной ситуации. Да, у нас была необходимость вывоза, откачки этих талых вод, но техники, к сожалению, не хватало, да. Поэтому были вынуждены, да, привлекать сторонние организации, в том числе и субъектов, где такая возможность была. То есть соглашались подрядчики приехать сюда и работать, соответственно. В этом году, то есть, ну, уже, можно сказать, в 2023 году, скажем так, изучив вообще всю вот эту структуру городского хозяйства, руководством города было принято решение о приобретении дополнительных ассенизаторских машин в количестве 10 штук, и они передавались в жилкомсервис. Тут у нас в городе, скажем так, была новелла, заказали автомобили китайского производства, грузовики, и отвезли их в Челябинск. Там поставили специализированные организации, большие емкости, по 20 кубов. Мы, ну, просто для сравнения, одна ассенизаторская машина на базе КАМАЗа, она берет всего 10 кубов. Да. Вот. Сейчас мы говорим о том, что у нас вот этот автомобиль, он за раз будет откачивать как 2 КАМАЗа, то есть 20 кубов. Это существенно нам упрощит. Ну и 10 машин, я думаю, что просто если математику брать, мы 10 машин направляем в какой-нибудь, ну,
направляем в разные точки, которые нам нужно откачать, это будет существенно Кратно. по деньгам, да, кратно по деньгам, стоит дешевле, и объемы, которые мы сможем вывозить, они тоже вырастут кратно. Поэтому я не думаю, что в этом году мы будем привлекать сторонние организации, постараемся справиться теми силами и средствами, которые у нас в городском хозяйстве есть. Ну, я рад слышать на самом деле, что у городских коммунальщиков, то есть какие-то вот тяжелые моменты, которые были отмечены в течение прошлого года, 2023 года, это касается и жилкомсервиса, это касается и Якутдорстроя, да, ну, скажем, что у них очень хочется надеяться, что тяжелые времена у них позади. И, скажем так, с усилением, которое вот вы сказали, и да и, в принципе, я тоже останавливаюсь иногда, переговариваю с ребятами, знакомых там много. Техника есть, силы есть, и самое главное я хочу сказать, может городское хозяйство справляться, несмотря на праздничные дни, несмотря на какие-то вот эти дни. Вот так и держать, в принципе, и я думаю, что вот этот самый тяжелый период, который ожидается в середине-конце марта, да, в начале апреля, вот эти все и талые воды и так далее, последствия будут менее заметны как для вас, дорогие представители окружной администрации, так и для горожан. В первую очередь, наверное, для горожан, потому что, еще раз, попадать в лужу, выходя из подъезда, это удовольствие так себе. Объезжать какую-то там скрытую, скажем так, яму, которая залила талыми водами, и портить ходовую часть, это то еще удовольствие. Поэтому плеваться не буду, но просто пожелаю якутским коммунальщикам хорошего преодоления вот тех мероприятий, которые вы заложили в 4-месячник. И майские праздники, я очень хочу надеяться, город встретит в лучшей, большей чистоте, чем было в предыдущий год. Ну и наступление лета мы тоже, еще раз, менее пыльным, менее загрязненным и так далее в городе, столице нашей республики встретим. Ну а горожанам хочется напомнить, что никакая инициатива со стороны городских властей и так далее, она будет менее эффективной, если горожане сами не подключатся. Я имею в виду субботники. Субботники по очистке территории после зимы, там, я согласен. И это, скажем так, не прерогатива только Якутска. Это не означает, что только якутяне грязно живут, там, кидают фантики, обертки и так далее. Было в славном городе Парижу. Так вот, определенное время с 9 вечера до 6 утра, когда выходят дворники, там вот такой вот слой мусора. И фантики — это самое безобидное, то, что там может оказаться. У нас снег, у нас песок, гравий и так далее. Ну и последствия вот этой, скажем так, хорошей зимы, которую мы все дружно преодолеваем в борьбе с погодой, со снегом, с другими напастями. Это программа «Один из нас». Программа «Один из нас» мониторит ситуацию, которую ведут представители окружной администрации в части содержания города в порядке. Круглый год. Увидимся.